ночью разглажу я морщины дня и погоню вперед коня. Новости на Дорожном радио. Здравствуйте, с вами в пути Константин Павлов. О главном. Киев отказал России в возможности направить гуманитарную помощь жителям Востока Украины. Помощь российский МИД официально предложил в среду 28 мая. В соответствующей ноте содержится просьба обеспечить доставку медикаментов и продуктов в затронутые конфликтом регионы. В ответ на заявление МИД Украины указал, что Москва могла бы сосредоточить внимание на удовлетворении многочисленных запросов о гуманитарной помощи, поступающих от жителей Республики Крым. МИР. Абхазская оппозиция намерена образовать временное правительство в течение 2 дней. Об этом сообщил РИА Новости член Координационного совета политических партий, общественных организаций Абхазии Виталий Гавнин. По его словам, временное правительство будет работать до выборов президента, которые могут состояться через 3 месяца в случае досрочной отставки Александра Аншлама. Сегодня в Берлине состоится трехсторонняя встреча по урегулированию газового конфликта с участием Украины, России и ЕС. Сегодня же истекает срок выплаты нафтогазом части долга в размере $2 миллиардов за поставленный российский газ. Этот срок был определен в ходе последней трехсторонней встречи России, Украины и ЕС 26 мая в Берлине. Предполагается, что кроме $2 миллиардов нафтогаз не позднее 7 июня перечислит «Газпрому» еще $500 миллионов в качестве предоплаты за июньские поставки. Власти Ливии принесли извинения ООН за то, что сотруднику организации египтянину Ахмеду Ганему были предъявлены обвинения в практике черной магии, об этом сообщает The Guardian. В начале мая Ганем был задержан в Триполи в здании тюрьмы, где проходят судебные слушания по делу сыновей лидера Ливии Муаммара Каддафи. Представитель ООН являлся наблюдателем на этом судебном процессе. Мужчину приговорили к лишению свободы по подозрению в хранении письменных материалов, содержащих заклинания чары. Дороги. Автодор судится с властями Липецкой области из-за ограничений для больших грузов на трассе Дон. Спор возник после введения запрета движения фур через город Задон. Бесплатная часть дороги проходит сквозь его центр. В Автодоре настаивают, у областной администрации нет права устанавливать ограничения на федеральных трассах. Власти Липецкой области уверяют, что ввели ограничения из-за многочисленных жалоб жителей Задонска. Деньги. Официальный курс доллара на сегодня 34 рубля 68 копеек, евро 47,11. Послушали новости на Дорожном радио. Желаем удачи на вашем жизненном пути. Пропадать